Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Сегодня, 7 апреля, отмечается знаменательный для всех пользователей русскоязычного интернета дата – день рождения Рунета. Причем лишь немногие знают, что первый интернет-мост в Советском Союзе провели еще в далеком 1976 году. Подробности отечественной разработки до сих пор хранят в строгом секрете. Развитие телекоммуникаций – это не только технологии, но и основа экономики региона. Об этом и пойдет сегодняшний разговор. Гость студии – обладатель почетного звания «Мастер связи» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. У него большой опыт работы в телекоммуникационной отрасли. Андрей Колесник расскажет о том, как меняется лицо арктической связи, какие технологии определяют будущее Рунета и как компания «Арктик Телеком» создает цифровую инфраструктуру нового поколения. Андрей Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте сначала о компании, да, какие возглавляемые вами, Арктик Телеком, какие услуги сейчас доступны, чем можете похвастаться? Да, ну, в первую очередь я хотел бы, наверное, поздравить, значит, всех причастных к этому замечательному дню, потому что интернет на самом деле сейчас пронизывает у нас, наверное, все области, как говорится, экономики, социальной жизни и вообще все сферы. Поэтому, конечно, праздник такой общий. 32 года на самом деле, может быть, всего, может быть, там уже прошло со времен тогда, когда зарегистрирована была, значит, домен в зоне РУ, а за эти годы очень много изменилось. Значит, Арктик Телеком, если говорить про нас, значит, компания на самом деле тоже большой историей. Значит, у нас там был предшественник компании, значит, ТЦТР, она может быть даже более известна. И мы, кстати, наверное, до сих пор, значит, знамениты не столько в цифровой среде, сколько в аналоговой, потому что являемся компанией, которая транслирует, значит, пакет НВК САХА в аналоге, значит, по всей республике. Это, кстати, достаточно уникальная ситуация, потому что не все субъекты Российской Федерации себе это могут позволить. И, значит, наш глава и, значит, правительство значит, республики поддерживают этот проект, и мы, соответственно, вещаем. У нас, значит, это вот такая наша флагманская услуга из истории, но последние годы, как Арктик Телеком, мы 5 лет существуем, кстати, у нас 5-летний юбилей в этом году, значит, в мае, 7 мая на День связи, значит, так зарегистрировали нашу компанию именно в этот день. Значит, получается, мы будем праздновать наше 5-летие, мы интернет-провайдер. Но у нас, значит, тоже специфика такая республиканская, что мы интернет-провайдер как раз в тех местах, где не приходят коммерческие операторы. Да, мы государственное предприятие, мы принадлежим республике, и мы, соответственно, вот устраняем то самое неравенство цифровое в тех точках, где сложно прийти, потому что республика большая, значит, труднодоступных мест огромные, и не везде приходят коммерческие провайдеры. Вот у нас большое количество населенных пунктов, в 250 малых населенных пунктах республики мы представлены, не только с телевидением, но и с, значит, интернетом, предоставляем услуги как путем строительства сетей широкополосного доступа, как бы и GPON используем, это когда оптика приходит прямо до квартиры, и используем беспроводной широкополосный доступ, когда абоненты могут, соответственно, подключать, значит, свои домашние, так сказать, роутеры через, значит, беспроводное соединение. Дальше мы, соответственно, планируем, как бы, вот, ну, наверное, мы остановимся об этом, когда мы будем строить наш, и уже начали, значит, работу по строительству проекта «Синергия Арктики», мы будем переключать эти населенные пункты на проводную часть, а сейчас мы работаем со спутниковыми сегментами, и, соответственно, тоже, я думаю, можно по этому поводу поговорить, потому что, ну, значит, в Арктике, да и, в принципе, в Республике Саха, ну, наверное, сложно без спутника, конечно, как бы работать, потому что территория, еще раз говорю, огромная. Вот, вкратце, наверное, так. Но спутниковый интернет – это ведь дорогое удовольствие, да, вообще так? Это дорогое удовольствие, но есть просто некоторые, значит, населенные пункты, в которых без вариантов, как бы, туда построить оптику будет, но экономически нецелесообразно, и это не самоцель. Сейчас спутник достаточно хорошо представлен, на вся территория республики покрыта возможностью подключения через спутник. Мы являемся партнером многих спутниковых операторов, допустим, значит, в ГУП «Космическая связь», ну, наверное, наш самый давний партнер, это, значит, компания, которая работает уже там достаточно долго на рынке, нас только связывает около 30 лет сотрудничества с ними. Значит, и мы работаем по многим проектам. У нас есть новые, значит, наработки. Мы подписали, например, соглашение с Бюро 1440. Это вот новая низкоорбитальная спутниковая группировка. Надеюсь, и там у нас будут, как бы, развитие, значит, идти. Но по республике Саха построить сеть везде, как построено в европейской части, ну, экономически, наверное, не будет целесообразно, поэтому спутниковый сегмент будет использоваться. Надеюсь, что будет дешеветь.
и надеюсь, что будет расширяться с точки зрения емкости. Да? К этому идет наши как бы, значит, вот, спутниковые партнеры. Посмотрим, мы, соответственно, будем комбинировать эти решения. Плюс у спутника есть большие значит, перспективы в том, что, значит, ну, к сожалению, в республике случаются там наводнения, пожары, и там выгорают линейно-кабельные сооружения полностью, а спутник, он остается, так сказать, неуязвим в этом вопросе. И как раз вот некоторые события показывают, что именно за счет того, что мы являемся спутниковым оператором, мы можем предоставлять услуги там, где как бы уже никого нету, потому что произошло ЧП. Это тоже важный момент. И я считаю, что для таких субъектов, как Республика Саха, это как бы как раз крайне важно. Но не только наводнения и пожары. Я вспомнила историю с лосем, который запутался в кабеле, и там целый район остался без интернета. Это скорее к качеству строительства. Значит, несомненно, опять же, сложности ландшафта, рельефа, значит, возможности строительства приводят к тому, что некоторые, значит, исполнители работ, может быть, немножечко халатно относятся к этому делу и оставляют кабель, например, не закопанный, да, там, в землю и так далее. Но, значит, таких случаев на самом деле не так много, бывают такие случаи, но, значит, это скорее исключение. Как бы все-таки, значит, культура строительства сетей, она как бы растет, сети строятся более качественно, и я как бы надеюсь, что таких случаев будет меньше. Да. Вы перед эфиром успели сказать, что поработали в разных местах по стране, а вот в Якутии прям самая сложная ситуация логистическая или не самая? Возможно, просто в тех регионах, в которых я работал, значит, она действительно была легче, ну, потому что просто это было больше либо европейское, либо сибирское, вот там, да, федеральный округ. Значит, вот на Дальнем Востоке работал меньше, ну, а Якутия как раз так ярко выраженная. Здесь, ну, конечно, здесь непростые условия, мы сейчас с ними сталкиваемся. Это и отсутствие постоянного регулярного автомобильного сообщения, оно сильно влияет на ситуацию. Допустим, значит, влияет на ситуацию и, значит, энергообеспеченность, да, допустим, арктической зоны, потому что, по сути дела, все узлы вот в наших, так сказать, будущих, значит, в нашем проекте, который мы сейчас реализуем, они автономные, по сути дела, либо мы подключаемся к поселкам, где, значит, электричество вырабатывается там, на месте, да, получается, значит. Но, однако, я знаю, что проекты в республике развиваются. В Усть-Куйге, например, там Росатом собрался строить атомную электростанцию. Я надеюсь, что и... Да, но, значит, это уже важный шаг, и, соответственно, мы, кстати, с ними и сотрудничаем с точки зрения развития нашего проекта. Значит, и это важно, потому что, получается, люди получат, так сказать, как бы, значит, стабильное, гарантированное, значит, энергообеспечение. Но сейчас пока есть некоторые проблемы, но мы с ними, мы их решаем по мере, так сказать, поступления, как бы, и республика, значит, к этому, что называется, уже адаптировалась, да, и, соответственно, ищет варианты развития. Ну и когда-нибудь все-таки будет так, что пускай спутниковым интернетом, но будет покрыта вся республика, да, все населенные Сейчас пункты? спутниковым интернетом покрыта вся республика. Вообще, давайте, если мы говорим немножечко про покрытие. Вот смотрите, есть некоторые, так сказать, этапы, которые достигло развитие там, интернета на настоящий момент, можно так сказать. Да? Что произошло вот за эти там, 30 лет, там, 32 года, да, мы сейчас говорим о том, что вот там сегодняшняя дата, там 32 года назад домен Zone.ru был зарегистрирован. На самом деле мы же с вами понимаем, что, по сути дела, поменялся, значит, наша жизнь с использованием интернета. У нас сейчас, я не знаю, ну давайте такие примеры. Значит, раньше мы пользовались там междугородной телефонной связью. В последнее время там все пользуются там какими-нибудь мессенджерами и, соответственно, никогда не звонят. То есть, да, очень многое мигрировало на мобильные сети связи. Но мобильные сети связи сейчас, ну, в основном, если есть такая, как говорится, технологическая возможность, кстати, тут тоже можно про это поговорить, они с мобильным интернетом. Сейчас, как бы вы знаете, наверное, там достаточно открыто уже об этом говорится, значит, есть задел на то, чтобы будут в сети 5G строиться там, в европейских частях. У нас в республике нам надо еще как бы с 4G поработать, есть над чем работать, и вот в том числе такие проекты, как, значит, Синергия Арктики, могут дать возможность в тех населенных пунктах, дать возможность работы, соответственно, с 4G. 70 примерно процентов, значит, трафика генерится сейчас с персональных мобильных устройств. Около 92% значит, домохозяйств Российской Федерации покрыто сейчас широкополосным доступом. И, кстати, Якутия в этом смысле как бы очень хорошо показывает себя. Около 93% в республике Саха. У нас в республике только арктическая зона сейчас является, там сказать, проблемной, но там проживает около 60 тысяч населения. На самом деле, если мы посмотрим на процент неохваченных как бы, жителей, то это небольшая часть. И вот нашим проектом «Синергия» мы собираемся охватить
около 50 тысяч населения, как бы проживающие в арктической зоне, и на самом деле, по сути дела, там почти до 100% довести проникновение, значит, проводного интернета до домохозяйства. С нами же одновременно, как бы с строительством этой сети, придет и мобильный интернет, значит, к жителям. Соответственно, таким образом, вот то самое неравноправие и неравенство, как бы возможность предоставить жителям арктической зоны качественные, как бы, услуги, что является сейчас, как бы, такой, значит, ну, необходимостью для любого человека. Мне кажется, что это очень важно, поэтому проект такой социально ориентированный, значимый, и, соответственно, вот мы сейчас на пороге его, так сказать, запуска и реализации. Да, конечно, потому что все-таки одна из причин, почему люди неохотно едут в Арктику работать, это отсутствие интернета. Это вот, ну, прям для молодых специалистов точно. Именно так. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить сообщение в мессенджере Telegram на номер 8 914 235 0502. Ну, мы про синергию Арктики уже заговорили, но давайте сначала вот примеры реализованных проектов каких-то, может быть, приведете, да, прокладки автоволоконных линий в каких-то конкретных районах, где это вот. Да, ну вот смотрите, жизнь. да. Мы, как я уже сказал, значит, во-первых, ну, наша миссия, по сути дела, как компании, да, сделать так, чтобы жители вот как раз труднодоступных населенных пунктов получили те самые услуги, которые доступны жителю города. Если мы говорим там про Якутск, например, допустим, там поселок, ну, например, Белая гора в Абыйском районе, в котором мы, допустим, в прошлом году построили оптическую сеть GPON внутри района. Да, пока туда не пришла оптическая сеть. Да, пока мы работаем там на спутниковом интернете. Но уже там сейчас, значит, в этом поселке каждый житель может подключиться к домашнему интернету, получив его у себя там, так сказать, в своей квартире, и мы постепенно все это дело переключим на оптику. То есть мы такие строим сети. Строим мы сети оптические по, значит, так сказать, западной и центральной Якутии. Допустим, там в поселке Майя в прошлом году мы запустили такую сеть, построили, значит, в Чорапчинском районе, значит, и так далее. То есть у нас есть несколько там, значит, точек, которые мы вообще общее количество, значит, населенных пунктов, где мы построили, получается, сети, уже там достигает 20, соответственно, но во многих мы оказываем услуги беспроводным широкополосным доступом. Но будем постепенно развивать и строить. Мы в совместном партнерстве с недропользователями, с государством строим какие-то участки, которые позволяют подключить населенные пункты, в принципе, как бы к интернету, которые были ранее только как бы доступны через, допустим, спутник. Значит, вот, допустим, на цифровом алмазе, который прошел в конце ноября прошлого года, мы, соответственно, значит, запустили проект вот с там, Иркутской нефтяной компанией, там мы его реализовывали, это, соответственно, значит, Тинная Турукта. Оба поселка и Тинная Турукта получили доступ как бы к там, проводному высокоскоростному интернету, соответственно, дальше мы там построили точно так же сети. И мы так продолжаем строить. В предыдущие периоды были другие проекты, поэтому, соответственно, Арктик Телеком сейчас при поддержке, соответственно, Министерства инноваций нашей, мы, соответственно, вместе прорабатываем, идет в те точки, где нужно решать проблемы с качеством связи для населения. И вот точечно работаем. То есть это, на самом деле, тоже такой уникальный опыт, когда у республики есть свой собственный оператор, а мы, республиканский оператор, полностью принадлежащий, значит, правительству Республики Саха-Якутия, мы, так сказать, вот решаем такие вопросы. И считаю, что это очень правильная позиция руководства республики, вот именно находить такие проблемные точки и с помощью своего оператора их решать. Ну и добывающая компания, получается, тоже участвует в реализации таких проектов. Очень хорошо участвуют, и опять же, значит, мы финансово благодарим они их, участвуют. и, конечно же, благодарим, значит, руководство республики, потому что, например, компания Nordgold, крупный, значит, недропользователь, да, золотодобытчик, они, допустим, соответственно, значит, вот мы реализовывали с ними в 2023 году, мы подписали соглашение, в 2024 уже его реализовали, Бяськуэль-Тяня, соответственно, значит, 2 населенных пункта, опять же, мы подключили. Недропользователь получает, так сказать, довольных жителей в тех населенных пунктах, где они ведут добычу, и жителей, которые работают у них на предприятиях, значит, республика получает от этого, соответственно, значит, удовлетворенность в принципе услугами связи. Ну а Арктик Телеком, соответственно, связывает вот, значит, этих участников для того, чтобы, соответственно, реализовать этот проект. Я считаю, что такие проекты... Вин-вин такой, да, вин-вин, да. классический. И я считаю, что такие проекты будут развиваться и дальше, потому что, ну, недропользователи есть, они как бы интересуются активно, значит, мы уже как бы в силу того, что как связисты знаем их интересы, знаем, где они добывают, мы знаем, они нам делают запросы на предоставление качественной связи, поэтому я думаю, что такое будет развиваться. Ну, связисты уже даже в смысле коммуникаторы, да, между недропользователями, жителями.
Ну, как-то так, да. В этом да, смысле да. тоже. А с какими спутниковыми операторами и провайдерами вы сотрудничаете для Ну, по обеспечения сути дела, связи да. в По сути Якутии? дела, со всеми, это, соответственно, я уже говорил, вот, значит, в ГУП космическая связь, ну, это самый мощный, самый давний у нас такой государственный крупный, значит, партнер. Значит, у нас есть компания РТКом, с которой мы плотно работаем, значит, Альтегра Скай, соответственно, и Газпром космические системы. По сути дела, это все ключевые игроки рынка. Сейчас, как я говорил, мы еще подписали вот соглашение как бы с новой космической группировкой Бюро 1440. Вот планируем развивать и с ними взаимоотношения, работаем сейчас с теми. У нас, кстати, есть интересные проекты. Допустим, с ГПКС, это как раз космическая связь. Мы, например, реализуем проект, называется Arctic Wi-Fi. Он, может быть, не очень известен жителям, так сказать, Якутска, потому что, значит, здесь такого нету, а там это актуально. Мы, например, в малых населенных пунктах ставим точки Wi-Fi доступа, и люди, когда нету нормального интернета, в принципе, в поселке, они, значит, регистрируются, покупают, условно говоря, там объем, значит, трафика, который они могут скачать, и в местах общего пользования им пользуются. Вот у нас такой есть проект Arctic Wi-Fi, запущен в арктической зоне. Это у нас проект вместе с как раз оператором «Космическая связь». Это вот в Белой горе как раз, в Адыгейском В районе? Белой горе мы... Нет, там у нас... Там в Белой горе и Arctic Wi-Fi есть, там есть и беспроводной, и проводной теперь доступ. Как бы это я говорю, что есть там поселки, их там целый список, в которых есть, работает вот этот Arctic Wi-Fi. А вот вы когда говорили про спутниковый интернет, говорили, что, возможно, он начнет дешеветь, да? А вот мне прям интересно стало, с чем это может быть связано? Потому что обычно у нас дешевеет как? Когда конкуренция появляется, да? Когда... Вот когда появляется конкуренция, я думаю, что тут как раз вот возможно, я не говорю, что он точно будет дешеветь, я говорю про то, Нет, что он ну... скорее будет расти емкость как бы предоставления, потому что сейчас, например, вот как бы, значит, мы ждем, когда вот появится, значит, новый спутниковый оператор Бюро 1440, у него просто за счет технологической возможности, у него каналы спутниковые станут шире. Ценовая политика там не оглашается пока, но, по крайней мере, есть, значит, я бы даже сказал, уверенность, что полоса пропускная увеличится, потому что именно технологически это будет возможность такая. Но цель-то здесь, смотрите, какая. То есть вообще симбиоз проводной и спутниковой, как бы вот для Республики Саха это было бы, наверное, самым правильным решением. Потому что, значит, есть населенные пункты, в которые пока только можно работать со спутником, а есть, в которые уже имеет смысл прийти. Плюс вот федеральные и республиканские средства направлены на проект «Синергия Арктики», как бы они, конечно, дадут возможность подключить какое-то количество населенных пунктов достаточно большое в Арктике, но мы и продолжим работать со спутником, потому что он дает возможность резерва, он дает возможность, соответственно, независимости определенной и как бы закрывать те точки, в которых нерентабельно строить как бы оптический кабель. Теперь давайте подробнее про проект «Синергия Арктики». С 2022 года мы о нем говорим. Он был представлен общественности, да, и в ноябре прошлого года стартовал. Да, презентован, как сказать, был на достаточно высоком уровне. И я бы, наверное, знаете, как хотел в первую очередь сказать, вот «Синергия», да, такое название, потому что оно воплотило, значит, воплотило, значит, труды и вклад достаточно большого количества людей вот в этот проект. И потом оно должно, так сказать, и реализоваться для большого количества людей. Здесь бы я, конечно, хотел отметить отдельно и поблагодарить главу республики, потому что его вклад был неоценим вообще в старт этого проекта. Очень многое сделал, значит, Семенов Анатолий Скалонович, как зампред правительства и наш председатель совета директоров, потому что эти люди, соответственно, стояли там у истоков и как двигатели этого проекта. Значит, правительство республики совместно с Министерством цифрового развития, значит, многое сделало, и сама Минцифра, значит, прислушалась к мнению республики о том, что такой проект можно реализовывать. И это уникальная ситуация, потому что и федеральные, и республиканские средства направляются на развитие такой территории, которую вряд ли когда-либо коммерческие операторы захотели строить. Это действительно так. Очень сложные климатические, как мы с вами говорили, условия, сложные условия по грунтам, значит, короткий строительный сезон. Значит, соответственно, короткий сезон, в принципе, данные для строительства проекта 7 тысяч километров мы должны построить за 3 года. По сути дела, значит, покрывается там гигантская территория. Ну, у нас, значит, в республике получается, в принципе, арктическая зона, по сути дела, это половина от общей площади республики, да, 3 миллиона квадратных километров Республика Саха, 1,5 миллиона это арктическая зона. Соответственно, вот в одной из ключевых там мест арктической зоны, соответственно, строится эта сеть.
там населенных пунктов большое количество, как бы там 60, да, наверное, просто как бы общий, вот если был видеоряд, я думаю, там зрители видели, как это выглядит с точки зрения, значит, визуализации, но по сути дела мы, значит, выходим, так сказать, если на самую северную точку, это Тикси, как точка, которая, так сказать, уже соединяет нас там с другим большим глобальным проектом, это называется Полярный экспресс, который идет по дну Северного Ледовитого океана, и где мы будем стыковаться. Закрывает, соответственно, основные направления в строительстве, как бы у нас будет это от Якутска через Хандаку, соответственно, на Депутатский, значит, на Черский, по сути дела, границы с Чукотским автономным округом. Там, кстати, тоже мы стыкуемся с сетью, которую будут строить наши коллеги в Чукотке. Вообще, арктической зоне сейчас придается большое значение на федеральном уровне. Да? Да, и президент страны много про это говорит. И сейчас последние годы прямо активно пошли проекты в арктическую зону. Вот «Синергия Арктики» — это один из таких проектов, может быть, один из самых крупных проектов. Да? Но мы с вами говорили уже о том, что сейчас там Росатом собирается в Усть-Куйге, там, да, уже там анонсировал строительство, значит, вот, станции. Да. Порты, соответственно, наши, получается, Тикси и Найба, соответственно, идет развитие. Вот, кстати, и в Тикси, и в Найбу мы заходим, значит, нашей оптикой, и, соответственно, в эти населенные пункты мы будем приходить физически, как бы оптический кабель туда зайдет. А со стороны, значит, морской туда зайдет оптический кабель, который идет по дну, значит, океана. Они строят, это наши партнеры, компания называется «Морсвязь Спутник». Вот мы с Андреем Куропятниковым, это генеральный директор этой компании, значит, говорили об этом здесь, на Цифровом Алмазе. Не так давно говорили, кстати, вот в Москве прошел форум, значит, Транснет, на котором также мы там, значит, обсуждали этот вопрос. И таким образом, как бы, синергия, может быть, она вот не только в людях, которые это сделали, но и, конечно же, в, значит, так сказать, компаниях, которые работают. Мы где-то будем, как бы, вместе с, значит, Полярным экспрессом стыковаться. Ну и, конечно, я вот, наверное, не отметил людей, которые работают в нашей компании, потому что, как бы, любой проект делают люди, да, и, соответственно, конечно же, очень много сделали наши ребята, мои коллеги, потому что, проект действительно, как вы правильно сказали, там 2 года вынашивался, чтобы, соответственно, вот в 2025 году его презентовать, даже 3, да, потому что там очень много нюансов. Сейчас задача, часть пройдена пути, теперь надо пройти еще более важную путь, это построить эту сеть. Вот сейчас мы уже, значит, запустили процедуры, у нас, соответственно, идут конкурсы, мы отбираем уже подрядные организации, поставщиков, ну и, соответственно, с этого года уже начнется активное строительство, как бы вот так. А так, проект, еще раз говорю, что масштабный, большой, для других субъектов показательный. Очень многие субъекты арктической зоны смотрят на то, как Якутия будет реализовывать этот проект, в том числе наши. А у них нет пока потом. Во многих нету, а в таком масштабе и не будет ни у кого, потому что это уникальность еще и в том, что такое, значит, чтобы вы понимали, там недавно, допустим, там вот есть компания Ростелеком, они анонсировали проект, который называется там TIA-Next, но это от западных границ страны до Бурятии у них получилось там 7 тысяч, а у нас только на территории республики 7 тысяч километров мы строим, как бы, это там только по арктической зоне. То есть, по сути дела, масштаб, как бы, стройки очень гигантский. А учитывая наши, так сказать, и погодные, еще раз, и, так сказать, логистические условия, и, значит, получается, рельеф местности, и у нас, так сказать, основное количество кабеля должно быть углубляться в грунт, то есть надо понимать, что это, так сказать, еще и придется... А там же еще, это же еще и вечно мерзлый грунт. Конечно, поэтому там надо в определенный период это делать, так сказать, потом его, там, сказать, закапывать, поэтому, чтобы не было тех самых, значит, лосей с замотанными, значит, на рогах, получается, кабелем, его нужно действительно углублять. То есть просто так кабель оставлять нельзя, но не из экономических соображений, потому что там, опять же, могут быть факторы, допустим, тот же пожары, значит, какие-то факторы, связанные с вандализмом. Соответственно, мы будем, как бы, планируем в основном его, как бы, заглублять. Будут, конечно, какие-то участки, где будем проходить воздухом, это, опять же, технологически нужно. Например, переходы рек делаются только воздушным способом, да, это там, значит, экологически там такие требования есть. Поэтому, проект такой масштабный, большой, сейчас идет сбор, так сказать, работ, подрядчиков, так сказать, там, поставщиков. Вот мы планируем, соответственно, с этого года построить пока небольшие участки, но основной маховик раскрутится на 27-28 год. К концу 28 года должно быть полностью все построено. Ну, это часть такого большого, получается, стратегического направления по освоению Арктики, да, то есть поскольку сначала приходит интернет, приходит связь, приходят условия для работы, да, потом вот, почему Тикси-Найба, потому что там будет развиваться Севморпуть, да, и
Вы знаете, я думаю, что, значит, тут так бы я ответил. Смотрите, Освоение вот, арктических шельфов, да, вот этих. связь – это же как бы одна из инфраструктурных там необходимостей сейчас любого там региона, любой территории. Надо понимать, что, значит, конечно же, сейчас идет развитие в Арктике не только по связи. Сейчас активно развивается вопрос, связанный с транспортом, потому что вопрос транспортной доступности – это тоже важный элемент. Мы, кстати, работаем, например, с компанией там «Дороги Арктики», значит, наши партнер якутский, да, которые, допустим, активно развивают как бы дорожное хозяйство, да, соответственно, для того, чтобы можно было удобнее там, и качественнее доезжать. И, конечно, это энергетика. То есть, ну, такие сейчас фундаментальные, значит, столбы, это, да, это как бы дороги, связь, энергетика, это то, что нужно там любому региону. Я уверен, что будет арктическая зона развиваться, значит, вижу, что республика в этом направлении движется. Наш проект – это как бы один из элементов как бы построения будущей такой хорошей инфраструктуры. А то, что за этим будет идти и качество жизни людей, и качество, значит, и инвестиционный климат для тех, которые являются недропользователями, потому что для них же тоже это очень важно. Вот мы сейчас работаем в республике, и у нас есть запрос от недропользователей на то, чтобы, допустим, мы пришли к ним кабелем, потому что они работают на спутнике, но у них приезжают вахтовым методом работать люди. Сейчас технологически без интернета, а сегодня мы с вами напоминаем, да, у нас же повод по поводу интернета, не работает сейчас ничего. Сейчас автомобили мониторятся через интернет, значит, там станки, значит, работают через интернет, значит, Банковские приложения работают все через работает интернет. через интернет, да. Но население, да, не знаю, там заказывает там продукты, мы перестали ходить в магазины там через интернет. В европейской части это вообще связано. Сейчас, когда начались ограничения с мобильным интернетом, люди вообще потерялись, как быть, понимаете? Это сейчас просто, ну, необходимость. И мы должны дать эту возможность людям, проживающим в Арктике. Вот такая наша миссия, такая цель. Значит, глава республики это поддерживает, и мы, соответственно, активно в этом направлении будем дальше двигаться. Ну, то есть это часть борьбы инфраструктурной, как бы, с большой задачи. устранения цифрового неравенства. Недавно ваша компания запустила автономный спутниковый узел связи в Верхоянском районе. Вот что стало фактором для выбора именно этого участка автозимника Яна для установки спутникового узла? Есть ли планы по расширению подобных проектов? Да, отличный проект, мне кажется, как бы идеологически придуманный, соответственно, значит, как раз дорожниками, нашими коллегами, которые, вот как раз я упомянул, в «Дорогах Арктики». Значит, по сути дела, вызов следующий. Сейчас, отправляясь по автозимнику, значит, водитель с грузом, он, по сути дела, долгое время не на связи. И «Дороги Арктики», значит, при поддержке, соответственно, значит, республики выступили с инициативой делать такие точки, на которых можно, значит, водителю остановиться и получить весь комплекс услуг, в том числе как бы с точки зрения как бы коммуникации и безопасности. Мы такое решение отработали. У нас там, значит, есть, значит, автономный узел, который у нас, соответственно, значит, там имеет собственное там питание, в том числе, значит, на солнечных батареях. Самое главное, что получает там, значит, водитель. Возможность, значит, мобильного звонка, потому что у нас с операторами мобильной связи там, соответственно, соглашение. Мы ставим такое как бы универсальное решение, чтобы можно было звонить от всех мобильных операторов. Значит, дальше мы являемся еще и, значит, компанией, которая занимается, значит, радиосвязью. Соответственно, можно связаться с МЧС по коротковолновой связи и, значит, предупредить о какой-то опасности или там вызвать, я не знаю, там подмогу, что называется, себе. Значит, далее там можно подключиться к интернету. Там мы, соответственно, через спутник на этот узел как бы приземляем интернет, и там разворачиваем Wi-Fi зону, где можно подключиться, там, я не знаю, пообщаться с родными и близкими. Если проект будет поддержан, «Дороги Арктики» как бы нас будут выбирать в качестве партнера, мы дальше продолжим. Вообще я знаю, что у коллег есть желание продолжить этот проект и ставить подобные узлы по как бы основным автозимникам, соответственно, чтобы люди, которые туда уезжают, были на связи и могли работать. Я считаю, что тема очень правильная, опять же, в силу специфики нашей местности и нашей территории. То есть как бы там связи, к сожалению, пока мобильной нету, да, соответственно. И вот они, получается, подъезжая к этой точке, будут просто как бы выходить на связь, связываться с там по разным вопросам, и, соответственно, могут, семья, значит, личные там задачи, МЧС, как бы можно вот все получить возможности связаться по этим поводу. Вот примерно так. Ну, конечно. Надеюсь, масштабироваться будет. Ага. Конечно, потому что вызвать спасателей на дорогах мало ли что случается, это вообще, важная такая. Конечно. Это конечно. же и безопасность. Вот ради безопасности это и делается. Это вообще вопрос связан скорее с безопасностью связан, конечно, да.
И, ну и навигация будет работать, да, получается? Ну, там будет просто полноценно, ну, то есть, грубо говоря, при отсутствии интернета долгое время, значит, водитель приезжает, появляется островок, так сказать, связи. Он в этот момент знает, получает как бы возможность позвонить домой, значит, связаться там, не знаю, с работодателем, посмотреть какие-то новости, потому что у него будет интернет. Если, не дай бог, что случилось, может вызвать МЧС и сказать о каком-то там чрезвычайном происшествии. Ну, то есть все, что можно сделать для того, чтобы, так сказать, скоммуницировать с внешним миром, у него появится. Не у всех возможность есть иметь спутниковый телефон, это вообще достаточно дорогая штука, да? Поэтому многие водители, которые едут у нас там, занимаясь северным завозом, они едут просто с обычным мобильным телефоном. Вот этот мобильный телефон у него будет работать в той точке. Сейчас на ближайшее время мы обкатаем вместе с дорогами Арктики эту тему. Если она, что называется, взлетит и всех устроит, я надеюсь, потом, значит, проект будет дальше масштабироваться. А как вообще вы ведете подготовку кадров? У вас вот столько проектов, столько планов, надо же их кому-то реализовывать. Кадры — это, наверное, самая сейчас главная задача вообще как бы в нашем мире, что называется. Да? Мы ведем работу со многими, значит, вузами, и республиканскими, и нереспубликанскими. Но, наверное, самый близкий наш партнер — это Якутский колледж связи. Традиционно так. Имени Дудкина. Ребята у нас проходят практику. Многие работают после, значит, я уже даже вот приехав в июне прошлого года, значит, Слава у нас есть, вот, допустим, я ему вручал диплом, а сейчас он у нас уже работник нашей компании, занимается, значит, настройкой компьютеров, так сказать, и системный администратор, айтишник. В общем, проходят практику. У нас ребята, значит, приглашаются в летний период на, значит, проведение каких-то работ, потому что когда мы строим, иногда мы приглашаем студентов, которые нам помогают, по сути дела, так сказать, в стройках, зарабатывая деньги, то есть мы их привлекаем. Поэтому есть, конечно, высшее учебное заведение, значит, северо-восточный, получается, федеральный университет, есть профильные вузы, которые у нас есть много, там, так сказать, высшего инженерного состава, значит, это у нас Новосибирский университет телекоммуникации и информатики и Томский университет ТУСУР. Значит, вот из этих вузов в основном у нас есть люди. Но вот, как бы, наверное, самое плотное, как я уже сказал, это вот с нашим, как бы, колледжем, потому что у нас как-то так вот мы наиболее плотно с ним взаимодействуем. А по масштабам вот вообще можно ли сравнить тех, кто сейчас прокладывает ВУЗ в труднодоступных местах, территориях, с теми, кто когда-то БАМ строил? Знаете, я считаю, что да. Значит, может быть, я даже как-то где-то отчасти для себя вот этот вызов как бы с приездом на этот проект, значит, взял, потому что, ну, по сути дела, это серьезный проект, который не реализовывался вообще в мировом масштабе, значит, в таком объеме в арктической зоне, чтобы построить сети. Мы То есть не только в России, даже в мире, да? Мы только столкнемся с тем, как его, значит, строить, и сейчас многие, как бы, подрядные организации, мы сами, так сказать, там присматриваемся к возможностям реализации. Несомненно, это так. Я уверен, что наши подрядные организации будут привлекать дополнительно людей для реализации этого масштабного проекта, потому что, ну, просто они столько, значит, физически людей не имеют в штате, и будет, соответственно, возможно, какой-то, значит, поиск дополнительного персонала, который будет строить. Причем, скорее всего, это будет персонал браться с мест, там, как бы, в Арктике, потому что там, ну, если он там есть или будут завозиться, поэтому, несомненно, так. Для нас это такой маленький, ну, как маленький, в масштабах, так сказать, как бы, может быть, значит, всей страны, но для, значит, Республики Саха это серьезный проект, значит, который будет реализовываться. Да и для всей страны проект, на самом деле, гигантский. В таких объемах в арктической зоне, еще раз говорю, никто не строил, поэтому, значит, это самый большой проект в стране по строительству в арктической зоне волоконно-оптической линии связи. Большой вызов, большая ответственность, но, соответственно, всей республикой мы будем при поддержке, соответственно, значит, и республиканского правительства, и при активной работе нас и наших, так сказать, подрядных организаций будем это реализовывать. А сроки, вот они не сжатые за 3 года? Очень сжатые, но у нас нет вариантов. Мы подписали соглашение между правительством республики и, соответственно, Министерством цифрового развития. Достаточно, ну, четко ставятся задачи. Значит, для государства нужно, чтобы, как бы, в определенные сроки это было. Мы с вами обсудили, что и это завязано и на проекты, которые реализуются. Ну, например, мы с вами упоминали, допустим, там то, что появляется там порт, да, Тикси и Найба. Значит, там нужно, чтобы, соответственно, была резервированная, значит, соответственно, сеть. Придет один оператор со стороны воды, другой оператор со стороны земли, значит, появляется, как бы, качественная, необходимая резервированная точка. Да? Соответственно, возможно, это очень важно для, значит, построительства нормального, как бы, допустим, хаба для перевозки грузов. Да? Значит, мы же, еще раз говорю, мы как связисты — это элемент, как бы, общей инфраструктуры, но, как бы, эти элементы складываются в общий пазл, и получается какое-то решение. Значит, там упоминали про, значит, Усть-Куйгу и, соответственно, атомную электростанцию. Атомщикам крайне важно, чтобы был надежный интернет
интернет. Они на спутнике не могут работать. Нужно, чтобы к определенному моменту мы туда пришли, и, соответственно, была качественная связь. Поэтому, значит, задача стоит, она такая большая, государственная задача, и мы ее, амбициозная, мы ее будем дружно делать. Ну что ж, успехов вам в этом начинании. Действительно нужное дело, и устранение цифрового неравенства, и жизнь людей в Арктике, она же поменяется кардинально, да, когда появится интернет. Очень на это рассчитываем, будем очень над этим работать, потому что это главное, чтобы люди остались довольны, счастливы, и у них были все возможности связи. Спасибо вам за этот разговор. Поздравляю вас с Днем российского интернета. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.